Доброе утро! На календаре 30 марта, и сегодня этот день встречаем вместе с вами мы, Степан Федоренко и Дарья Анкехова. Сегодня вы узнаете, как правильно хранить деньги, да не просто хранить, а так, чтобы они еще на вас работали. Также мы расскажем, как открыть свой бизнес при помощи лазера. Ну и еще мы сегодня с тобой, Степа, попробуем выговорить очень сложное слово, а также узнаем, какие книги предпочитает молодежь в городе Мирный. Да, ну и, конечно, нас ждут интересные гости сегодня. Напомним, наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте свои приветы, поздравления, какие-то интересные события. Главное, чтобы они были позитивные и утренние. Также напомним страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте интересные анонсы нашей программы. Ну а начнем выпуск с прогноза погоды. Прогноз погоды на 30 марта. В центральных районах температура воздуха составила -7, -16. В заречной группе -4, -11. В южных районах 7-9 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе районов -13, -18. В Нижнеленских районах 7 градусов ниже 0. В западных районах от -14 до -9. В Колымо-Индигирской группе улусов -17, -26. В Янских районах 14-39 со знаком минус. На северо-западе -19, -35. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила -9 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. Ну и в продолжении рассказов о погоде, наконец-то вот плюс уже, да, сегодня официальный, возможно, будет. Надеюсь, что так оно и будет. В продолжении рассказов о погоде весна пришла уже, и лето не за горами. И синоптики уже начали предсказывать, каким будет следующее лето. В студии наш новостной обозреватель Сергей Михедов. Сергей, доброе утро. Каким будет лето, по мнению синоптиков? Утро доброе, коллеги. Средняя температура воздуха летом в России будет превышать норму на 1-2 градуса по Цельсию. Такое мнение озвучил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он также добавил, что в первом и последнем месяце лета осадки будут в пределах нормы. Засушливым будет июль. Погоду он назвал благоприятной для урожая. Якутия, доброе утро. Вашему вниманию блок новостей. Сегодня Якутск официально станет столицей тотального диктанта. Церемония передачи этого статуса пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Минкультуры региона. Делегации региональных команд встретятся в атриуме главного штаба Государственного Эрмитажа. Напомним, тотальный диктант пройдет в Якутске 10 апреля. Традиционно на главной площадке города-столицы акции текст диктует сам автор. В этом году Дмитрий Глуховский из Якутска будет читать текст диктанта в прямом эфире. В преддверии тотального диктанта в Якутске проведут фестиваль грамотности. С 31 марта по 4 апреля пройдут вебинары и мастер-классы, посвященные актуальным вопросам современной русской литературы и преподавания русского языка. Также в программе семинары для библиотекарей, публичные лекции и викторины. Писатель Андрей Геласимов проведет творческие встречи в Северо-Восточном федеральном университете, а также в Национальной библиотеке. Там же 2 апреля откроется Центр грамотности. Встречи пройдут в онлайн и офлайн форматах. СВФУ постепенно переводит студентов на очное обучение. Всего со студентами учреждений среднего профессионального образования запланирован перевод на очные занятия 12 тысяч человек, сообщили в пресс-службе университета. Уточняется, что на данный момент студенты колледжа СВФУ временно остаются на дистанционной форме занятий. Образовательные программы реализуются в полном объеме. Часть лекций будет проходить дистанционно, а практические занятия в лабораториях в очном режиме. Вместе с
тем в университете продолжается заселение в общежития. На сегодня в корпусы студгородка заселились свыше 2700 студентов. Ленская прокуратура проверила городские магазины. Предметом стало завышение цен на социально значимые продукты. Особое внимание представители прокуратуры в основном обращали на продукты, социальные надбавки на которые уже установлены. Это молоко, сахар, мука, мясо, рыба, растительное масло и макароны. На основании задания прокуратуры республики нами проводится проверка исполнения законодательства о ценообразовании на объектах розничной торговли на предмет необоснованного завышения установленных предельных торговых надбавок на социально значимые продовольственные товары. В настоящее время проверено более 10 торговых точек, и по результатам проверки закупочной документации при наличии оснований будут вынесены акты прокурорского реагирования. Всего в Ленске выявили завышение цен на продукты питания в ноябре прошлого года у 5 из 6 торговых точек. В декабре и того больше, у 10 магазинов из 11 обнаружены недочеты. Все виновные лица привлечены к ответственности. Помощник прокурора сообщила, что подобные проверки пройдут и в других городских магазинах. Движение пригородных автобусов в начале апреля можно будет отслеживать в режиме реального времени на картах 2GIS. Это стало возможным благодаря работе МУП «Япак». Как отметил руководитель предприятия Валерий Домотов, желание создать такой проект назревало уже давно. Специально для этого на общественном транспорте обновлена система GPS. Завершаются тестовые запуски новой системы, и уже в апреле она может быть внедрена и запущена в обновлении карт 2GIS. Теперь отслеживать автобусы по межгороду станет удобнее. Я считаю, это начало большого пути. Мы думаем, что наше сотрудничество с компанией 2GIS продолжится. И в будущем думаем, что все маршруты города Якутска будут работать и отслеживаться в приложении 2GIS. В целом систему мы сейчас тестируем на пригородных маршрутах. Мы взяли разные направления. И вообще, перед тем, как что-то новое внедрять, надо, конечно, протестировать. И этим тестом мы согласны заниматься. Ну и уже на базе моих автобусов, наших автобусов, мы уже внедряем данную систему. К этой минуте у меня все. Я возвращаю слово коллегам. Спасибо большое, Сергей, за самые свежие новости этого дня. Ну а сейчас самое время подняться с кровати и зарядиться энергией на весь рабочий день. В этом нам поможет наш фитнес-тренер. Всем привет! Меня зовут Мария, и я фитнес-тренер. Сегодня мы с вами проведем утреннюю зарядку на все тело. Итак, начнем. Первое упражнение у нас с вами конькобежец. Стопы ставим шире плеч и передвигаемся влево, вправо. На вдохе подъем делаем, на выдохе опускание. Отлично. Переходим ко второму упражнению. Второе упражнение у нас с вами будет. Следующее упражнение – подтягивание коленей в упоре. Встаньте в упор и на выдох подтяните колено к корпусу. На вдох вернитесь в исходное положение. Это упражнение выполняем 45 секунд. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение – выпрямление ноги и руки в упоре. Встаем в упор и одновременно поднимаем правую ручку и противоположную ножку. На выдохе. Делаем медленно. Выполняем 45 секунд. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Называется Jumping Jack. Мы должны в прыжке поставить стопы шире плеч и сделать хлопок руками над головой. Поехали. Также выполняем 35 секунд. Упражнение довольно энергозатратное. Не торопимся, делаем в своем темпе. Закончили. Фух. Следующее упражнение у нас с вами выпады с подъемом бедра вверх. Мы с вами встаем ровненько, пресс напряжен и назад отшагиваем ножку. Возвращаемся и поднимаем бедро вверх. Выполняем каждой ногой по 35
секунд также. Вверх. Делаем в своем темпе, не торопимся. Кстати, девочки, выпады – это то самое упражнение, которое очень хорошо прорабатывает нашу ягодичную мышцу и заднюю поверхность бедра. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение называется подвижная планка. Мы с вами встаем в планку. И наша задача встать и выпрямить ручки на выдохе. На вдохе возвращаемся в исходное положение и повторяем. И таких у нас 45 секунд. Фух. На этом наша с вами утренняя тренировка закончена. Всем желаю хорошего дня и настроения. Всем пока! Спасибо большое. Вот такие полезные занятия. Я думаю, надо бы уже практиковать их. Конечно, с утра. надо, конечно. Ну что, как отметили синоптики, лето обещает быть теплым, а значит, необходимо готовиться к отпуску. Степ, какие у тебя планы на этот отпуск? Не знаю, я пока еще не накопил. Нужно накопить, чтобы отпуск прошел хорошо. Нужно накопить денег. Без этого как-то отпуск... Что-то не хватает в отпуске без денег. И как советуют специалисты, лучше делать это так, чтобы снизить влияние инфляции на сумму сбережений. Ну и давайте разберемся в том, что такое вклад и как его выбрать. Первое, что нужно знать, банки, принимающие вклады от физических лиц, входят в систему страхования вкладов АСВ – Агентство по страхованию вкладов. Но у страховки по вкладам есть потолок. Если что случится, тебе вернут максимум 1 400 000 рублей. Это включая проценты. Банки предлагают разные виды вкладов. Вам остается только выбрать подходящие условия. Первый вариант – вклад до востребования. С такого вклада ты можешь забрать деньги в любой момент без потери процентов, которые уже накапали. Но проценты по таким вкладам совсем небольшие. К тому же банк в любой момент может понизить этот самый процент. Другой вид вклада – срочный. Вы отдаете деньги на установленный договором срок, обычно от 3 месяцев до 5 лет. Такой вклад может предусматривать пополнение, капитализацию, то есть начисление процентов на проценты, расходные операции и иные условия. Процентная ставка у такого вклада выше, чем у вклада до востребования. Вот тут уже можно разойтись. Выгода в основном зависит от суммы и сроков, поэтому не поленись и сравни предложения разных банков. Обрати внимание на условия досрочного снятия, а то проценты могут сгореть. Вклады можно открыть как в рублях, так и в другой валюте. Чаще всего в евро и в долларах, но можно выбрать и другую доступную в банке валюту. Доход по вкладам в валюте обычно отличается от дохода по рублевым вкладам в меньшую сторону. Если ты хорошо разбираешься в валютном рынке и копишь не только рубли, выбирай мультивалютный вклад. Но тебе придется следить за курсом валют и менять деньги внутри вклада, чтобы копить эффективно. Вы можете приобрести в банке и сберегательный сертификат. Это ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада и ваши права на получение этой суммы с процентами по истечении установленного срока. Сберегательный сертификат – достаточно редкий зверь, но пользоваться им легко. Принес его в банк, получил по нему сумму плюс проценты. Ты можешь взять так называемый сертификат на предъявителя и просто подарить его другому человеку. Но деньги на нем не застрахованы. Такая же петрушка, кстати, с обычным вкладом на предъявителя. Вроде удобно, что снимать деньги можно без доверенности, но штука рисковая. Вклад не страхуется. Как видишь, вариантов сохранить и приумножить много. Выбирай удобный и обязательно выясни все условия. Ведь помимо вклада, деньги на котором застрахованы, банк может предлагать разные финансовые продукты, а это уже совсем другая история. Ох уж эта финансовая грамотность. Все-таки я вот после просмотра этого сюжета понимаю, что это не мой конек. Но Даже после просмотра сюжета не твой конек. Да, то есть я все-таки доверяю опытным людям в этой сфере и специалистам. Вот скажи, пожалуйста, у тебя есть тот самый вклад? Вклада пока нет, но намереваюсь его открыть, если накоплю денежек, что обязательно открою. Может быть, даже присмотрюсь к местным каким-то банкам. Но тогда следующий сюжет тебе в помощь. Как заработать, сохранить и не потерять свои накопления. Сделать это можно разными способами, большинство из которых связаны с высокими рисками и требуют специальных знаний.
Например, игра на бирже, инвестиции в недвижимость, драгоценные металлы, покупка криптовалюты. Однако самым популярным и надежным инструментом для сохранения и приумножения своих денег остается банковский вклад. С помощью банковского вклада вы без рисков сможете приумножить свои деньги, сохранить их от инфляции, сформировать свой резервный фонд, грамотно распределить финансы для достижения поставленных целей. Можно выбрать такой срок депозита, который будет совпадать со сроком поставленной вами финансовой задачи, чтобы не оказаться в ситуации, когда, например, нужно покупать билеты на самолет, а по условиям договора снять деньги вы пока не можете. У нас в Алмаз-Аргенбанке широкая линейка вкладов, которые позволяют вам выбрать наиболее удобный для вас срок вложения, минимальную сумму взноса и процентную ставку. Алмаз-Аргенбанк 1 марта запустил вклад «Весенний» с постоянной процентной ставкой 5,55%. По вкладу предусмотрено право пополнения, но без расходования. Проценты по нему увеличиваются в конце срока. Вклад весенний – это сезонное предложение, и сроки размещения мы первоначально ограничили до 31 марта. Однако по многочисленным просьбам клиентов решили продлить их. Вы можете разместить от 30 тысяч до 100 миллионов рублей на 270 дней, то есть 9 месяцев. Одно из главных преимуществ весеннего – это фиксированная ставка, то есть клиент четко понимает, какова доходность по вкладу, сколько он может накопить к определенной дате. Открыть вклад «Весенний» вы можете не только в офисах Алмаз-Аргенбанка, но и через мобильное приложение АЭБ онлайн. Ну а более детально разобраться в вопросах банковских вкладов нам поможет наш сегодняшний гость Джулус Константинов, менеджер по продажам акционерного коммерческого банка Алмаз-Аргенбанк. Доброе утро, Джулус. Доброе утро. Ну, расскажите, пожалуйста, почему человеку, который все-таки отважился, да, и решил накопить некую денежную сумму, нужно обратить внимание именно на вклады? Во-первых, вклады – это наиболее популярная форма сбережений. То есть, получается, они застрахованы агентством страхования вкладов, а страховая сумма до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Во-вторых, доступность. Вклад может открыть абсолютно любой человек с 14 лет. Получается, смотрите, если даже... Да, если более даже, надежное, да, более безопасное хранение денег. с минимальным риском получается. Так, вклад может открыть любой человек, с 14 лет, допустим. Да вы что, то есть даже Подросток, да. Подросток, получается, если с 14 до 18 лет, может обратиться в отделение банка с паспортом и письменное согласие родителей нужно будет. А существует ли какая-то минимальная сумма вклада или максимальная? С чего можно начать? Да, хотя бы. Накопление делать. Смотрите, получается, у нас вклады, есть от 1 тысячи рублей, получается. Это с правом пополнения, с правом расходования. Срок размещения также можете выбрать сами. И первоначальный взнос получается. Вкладчик стремится всегда получить более высокую доходность от депозита. От чего зависит доходность? Процентные ставки зависят у нас от ключевой ставки Центробанка. То есть, получается, чем выше ставка, соответственно, выше и процентная ставка по вкладам будет. Ну, то есть особо мы-то просто сами подсчитать не сможем, да? Приходим в отделение банка, и там все подскажет и расскажет, да? Нет, также более подробно можете ознакомиться через сайт нашего банка, либо через горячую линию. Но нужно ли платить налоги с дохода по вкладам? Да, действительно, с 1 января вышли изменения по налоговому кодексу Российской Федерации. То есть, получается, налогом будет облагаться процентный доход за отчетный период. За 2021 год вам придется оплатить в 2022 году. До 1 декабря 2022. Это не зависит от суммы вклада, то есть даже с 1000 рублей? Нет, от суммы вклада зависит. Получается, там сумма от 1 миллиона рублей и от ключевой ставки Центробанка. То есть до 1 миллиона рублей вклады налогами не облагаются? Если, соответственно, ключевая ставка меньше, чем у Центробанка, сейчас ключевая ставка у них 4,25%. То есть это все так индивидуально? Да. Скажите, пожалуйста, каким образом можно открыть вклад именно в вашем банке? Первый способ – это обратиться в отделение нашего банка с паспортом. Получается, наши специалисты могут подобрать для вас удобные для вас условия. Это также срок размещения с правом пополнения или расходования.
ну, убирайте сами. Во-вторых, можете через сайт, ну, через приложение АЕП онлайн. То есть даже не выходя из дома, с телефона можно открыть вклад? Да, да. Вот сколько полезной информации, Степ. По-моему, после эфира мы задумаемся об этом, да? Найдем 1000 рублей. Как минимум, да? Хорошо, спасибо большое, Джилус. А скажите честно, вот у вас, как у сотрудника банка, уже есть свой Есть вклад? банковский вклад? Да. Есть. Есть. Ну, вот у нас сейчас появился новый вклад, весенний называется. Вклад открывается от 30 тысяч рублей на 270 дней. Ну, то есть на 9 месяцев. Вклад с правом пополнения, но без права расходования. Вот право расходования как раз-таки. Это чтобы, да, это для женщин вроде как полезно. Чтобы все-таки накопить, да, что-то? Чтобы накопить. Ну что ж, Джилус, спасибо. Желаем вам успехов в работе. Спасибо за интересное интервью. Ну что ж, Степа, а у меня к тебе такой вопрос. Любишь ли ты советские фильмы? Да, очень люблю. Я часто их пересматриваю, особенно вот по праздникам идут классические эти комедии, гайдаевские и рязановские. Ну, всем известный «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция И» и так далее. Я их люблю пересматривать. Но я предлагаю сегодня вечером тебе и твоей семье пересмотреть заново «Белое солнце пустыни». Потому что именно сегодня исполняется ровно 51 год с того момента, как этот фильм вышел на экраны советских кинотеатров. Ну что ж, это здорово. Ну а какими еще событиями знаменит сегодняшний день, 30 марта, мы узнаем в нашей следующей рубрике. 30 марта – День защиты Земли и День доктора в США. Также сегодня – День войск ракетно-космической обороны России. По народному календарю сегодня запрещалось садиться в сани. Говорили, прокатят сани мимо желаний. 30 марта 1613 года – День подвига Ивана Сусанина. Этот костромской крестьянин увел вражеский отряд поляков на болото, за что поплатился жизнью. 30 марта 1840 года открыта земля Уилкса в Антарктиде. Американский морской офицер и исследователь Чарльз Уилкс обнаружил эту территорию и объявил частью США. 30 марта 1867 года подписан договор между Россией и США о продаже Аляски за 7 миллионов 200 тысяч долларов или 11 миллионов царских рублей, а площадь проданной территории составила чуть более 1,5 миллиона квадратных километров. 30 марта 1896 года мир впервые услышал о психоанализе. Во французском журнале мало кому известный венский психиатр Зигмунд Фрейд опубликовал свою статью. 30 марта 1970 года на экраны страны вышел фильм «Белое солнце пустыни». В этот день в 1746 году родился Франциско Гойя, испанский художник и гравер. В этот же день в 1853 году на свет появился Винсент ван Гог, голландский художник-постимпрессионист. 30 марта 1894 года родился Сергей Ильюшин, советский авиаконструктор, академик, генерал-полковник. В 1945 году в этот день появился на свет Эрик Клэптон, британский рок-музыкант, композитор, гитарист и вокалист. Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар и Павел. Эфир продолжается, и позвольте зачитать сообщения, которые вы присылаете на WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Доброе утро всем! Хочу поздравить от всей души с днем рождения любимого зятя Николая Николаевича. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе. Семья Григорьевых. Всем доброе утро! Передаем привет любимой прабабушке Богатыревой Людмиле Романовне. Желаем, чтобы сегодняшний день был успешным и радостным. Правнуки Эдгар и Ярослав. Еще одно сообщение. Любимую жену Слепцову Татьяну Ивановну поздравляет муж, желает счастья, веселого и продуктивного дня, отличного настроения, отлично провести отпуск с мужем в Турляндии, ну всего-всего, муж Ромарио. И также привет передают Михайлову Алексею Исаевичу. Большой привет передают. Вот такие сообщения. Да, мне кажется, нужно поблагодарить наших телезрителей. Сегодня они очень активны. Да? Посмотри, сколько сообщений заряжают нас своими позитивными эмоциями. Также
Спасибо. сразу напомним страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте интересные анонсы нашей программы. Ну а мы продолжаем. У нас в студии вновь Сергей Михедов. Якутия, доброе утро. Предлагаем блок новостей. В апреле в регионе прогнозируют потепление. Так, средняя месячная температура воздуха будет значительно выше мартовской и в большинстве районов составит -6, -9 градусов. В юго-западных районах -4, -5. На севере республики -11, -19 градусов по Цельсию. Во второй половине апреля в периоды потепления температура может повыситься до +6, +10. На юге и юго-западе до +16, +20. Количество осадков увеличится по сравнению с мартом. Из опасных явлений в апреле наблюдаются сильные ветры, метели в нижнем течении реки Лены и в западных районах. Понижение грузоподъемности на автозимниках и ледовых переправах на территории Хангаласского района ожидается со 2 апреля. Сообщается, что на временном автозимнике УМНАС по маршруту Лоханан, граница Алекпинского района, понизит грузоподъемность до 20 тонн, с 9 апреля до 10 тонн. Закрытие автозимника намечено на 15 число. С 6 апреля планируется снижение грузоподъемности до 15 тонн на ледовых переправах Покровск, Первый Жемконский наслед и Булгонехтах, Тойонары. Понижение до 10 тонн намечено на 10 апреля, а закрытие ожидается с 15 апреля. Тем временем управление дорог Лена организовало дежурство в непогоду на трассе в Нерюнгринском и Алданском районах. Там в ближайшие дни ожидаются обильные осадки в виде снега с повышением температуры. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными во время движения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Настоятельно рекомендуют отказаться от рискованного маневрирования, которое может привести к созданию аварийных ситуаций, отметили в ведомстве. Эстафета огня игр Манчары стартует в июне с родного Аласа Василия Манчары в Мегино-Кангаласском улусе. Перейдет реку и, посетив все наслеги горного района, прибудет в Бердигистях. Во время состязаний привлекут около 100 волонтеров. Они получат специальную экипировку под цвет флага горного улуса. Проект пока разрабатывается. Турнир будут транслировать на телеканале НВК «Саха». Отмечается, что торжественное открытие игр Манчары планируют перенести с 6 на 7 июля, а закрытие состоится 11 июля. 4 телят лесного бизона перевезли в питомник Тымпынай в Горном Улусе. Об этом сообщил нашему телеканалу глава Минэкологии Республики Сахамин Афанасьев. Их доставили из питомника Усть-Ботума. Сейчас в питомнике Тымпынай имеется 116 бизонов. А рядом с питомником в пределах территории природного парка Синяя находится 80 свободно живущих лесных бизонов, рассказал министр. Проект по восстановлению популяции лесного бизона на территории Якутии начали в апреле 2006 года с завоза 30 молодых бизонов из Канады, а в прошлом году в питомник Тымпынай перевезли 20 канадских бизонов. Это мероприятие является частью большого проекта нашего, который действует с 2006 года, рекомендации лесного бизона. И ежегодно с открытия этого питомника 2009 мы, можно сказать, концентрируем тут поголовье, наращиваем поголовье, чтобы в будущем уже сформированные популяции выпускать дикую природу, то есть рядом стоящую особо охраняемые территории, получается. Ежегодный фестиваль «Путешествие на полюс холода» прошел в Аймиконском районе. Юбилейное мероприятие провели в селе Томтор, а также в местности озера Алысардах. Путешествие на полюс холода состоялось в смешанном формате. Организаторы подготовили как онлайн, так и офлайн мероприятия. Жители Якутии и гости из других регионов познакомились с традициями и жизненным укладом венского и якутского народов. Также гостям предложили экскурсии с катанием на снегоходах и оленях, подледной рыбалкой и экстремальным купанием в незамерзающем водоеме при температуре -20 градусов, а также посещением стелы «Полюс холода». Кульминацией праздника стала церемония возвращения символа холода его хранителю Чисхану.
К этой минуте у меня все. Увидимся чуть позже. Сергей, спасибо. Так получилось сегодня, что первая часть нашей программы как-то больше посвящена финансам, деньгам или деньгам, может быть, правильно, не помню. Да, мы говорили о том, как открыть вклад, как и с чего начать свое накопление. А сейчас следующий сюжет будет посвящен тому, как индивидуальный предприниматель справился с проблемами, с финансовыми проблемами во время пандемии. Да. А занимается он очень интересным делом. Да, производство на лазерном станке. Ремесло, на котором можно построить успешный бизнес и раскрыть свой творческий потенциал. Но, как показывает практика, порой недостаточно закупиться необходимым материалом и оборудованием. Действительно, и многие молодые предприниматели, ослепленные легким стартом, забывают о том, как же нужно работать в бизнесе именно во время первых сложностей. До открытия собственного производства Дмитрий долгое время занимался юриспруденцией. Около 3 лет назад захотелось самостоятельно распоряжаться своим временем, принимать решения и развиваться в том направлении, которое определил сам. Сначала Дмитрий занимался продажей заводских кукольных домиков, затем их производством, а теперь берется за самые необычные заказы. Озеро Байкал. Там панно состоит из 5 слоев. Оно имитирует рельеф озера, ну не только само, да, а еще рельеф дна. То есть там окрашено дно в разные цвета, чтобы имитировать глубину озера. И плюс залито еще эпоксидной смолой с люминофором, да, то есть оно в темноте светится. В целом процесс производства не так прост, как любят рассказывать в интернете. Конечно, во всемирной паутине можно найти уже готовые макеты изделий. Лазерная резка ценится за счет индивидуальности. Так, начиная с идеи, заканчивая исполнением, Дмитрий все делает сам. А в свободное время ему помогает супруга и дети. На самом деле окупаемость зависит от многих факторов, да, в том числе оригинальность изделий, да. Мне кажется, влияет очень сильно. Потому что, ну, заказать, например, те же шкатулки можно везде, да, причем конкуренция очень большая, цены там бывает роняют очень сильно, поэтому конкурировать на этом направлении очень сложно. Поэтому надо, я считаю, брать оригинальностью идей. Ну и исполнение тоже, конечно. А все идеи рождаются здесь, в мастерской, которую Дмитрий организовал во дворе своего частного дома. Дмитрий поделился, что связанные с пандемией ограничения сказались и на его бизнесе. Но преодолеть трудности помогло отсутствие постоянных расходов в виде аренды или зарплат сотрудников. Теперь, когда ситуация понемногу нормализуется, предприниматель планирует укрепить свои позиции. В планах у нас, конечно же, мы хотим расшириться, то есть приобрести станок с более большим рабочим полем. На первых порах бывает достаточно сложно, заключает Дмитрий. Всем начинающим предпринимателям необходимо много работать, не терять силу воли и прилагать все усилия. И только тогда можно преодолеть все трудности. На очереди наша очередная рубрика «20 лет в 21 веке Якутия». В ней мы вспоминаем, какой путь прошла Якутия за 20 лет нового тысячелетия. Что изменилось за это время, какой была жизнь якутян и какой она стала. Каждый день мы рассказываем об одном из интересных фактов, который прошел у нас за последние года. Да? И сегодня мы продолжим говорить об образовании, об развитии образования. Образование будущего – это не только уроки и контрольные работы. Детям нужно знакомиться с передовыми технологиями, готовиться жить и работать в меняющемся мире. За 2 последних года в Якутии создали 13 детских технопарков. В них ребята познают профессии будущего, осваивают технологии виртуальной реальности, учатся 3D-моделированию, изучают робототехнику, работают над научными проектами.
В сельских школах по всей Якутии начали работать 96 учебных центров «Точка роста» с современным оборудованием, медиазонами и коворкингами. Даже в самых отдаленных регионах республики появляются качественные образовательные пространства, где детям приятно находиться и получать знания. Новый формат обучения предлагает мобильный детский технопарк «Кванториум». С прошлого года он работает в поселках и селах Центрального, Вилюйского и Заречного улусов. Только за прошлую осень обучение в «Кванториуме» прошли более 1000 детей. Но мы добавим, что за 6 лет в Якутии создали малую академию наук. В ней школьники занимаются наукой и творчеством по всем направлениям, от программирования до китайского языка. Очень важно, что все эти образовательные центры работают бесплатно. Мы желаем всем детям и молодым людям Якутии успешно осваивать новые цифровые технологии, впитывать знания и получать востребованные профессии. Создавайте стартапы в передовых отраслях экономики и развивайте нашу республику. Степа, вот такой вопрос. Все-таки, мне кажется, любое образование, оно всегда идет тесно с чтением. То есть, мне кажется, грамотный человек, он должен читать. Да, должен, обязан. Обязан? Как часто ты читаешь и какую литературу предпочитаешь? Ну, я часто читаю, у меня профессия такая, мне приходится часто читать. А вот скажи, вспомни свое, да, значит, подростковый период. Ты все-таки читал книги, потому что тебя обязывала школьная программа, или у тебя был хороший, пример, или же кто-то советовал тебе, вот прочти эту книгу? Мне больше советовали. Я вот по советам как-то выбираю книги и начинаю читать книги по советам. Вот, а вот прочти-то то-то, а то-то, то-то. Или где-то там услышал, или где-то сам прочитал, что такая книга чем-то интересна. Допустим, молодежи я бы советовал прочитать, «Мастера и Маргариту», например, Булгакова. Сложновато, мне кажется, сложновато. А мне кажется, наоборот, она для меня там главная тема — любовь. Поэтому молодежь, что интересует молодежь? Ну и сейчас самое время перейти к следующей рубрике «Книжная полка». Я думаю, рекомендации нашего библиотекаря будет всем по душам. Молодая аудитория практически не читает современных российских авторов, потому что, видно, считает, что это очень сложная литература. Поэтому они чаще всего обращаются к авторам книгам зарубежных писателей. Вот, например, сейчас очень популярная книга «Весь невидимый нам свет», также «До встречи с тобой» Джоджо Моэс. Также молодежь приходит и спрашивает книги после выхода экранизации какой-нибудь книги. Так было с романом Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». И в библиотеку потянулись люди не только молодые, но и взрослые. Эта книга у нас практически не залеживается на полках. Мне, как библиотекарю, хочется посоветовать не читающей молодежи две таких пусковых к чтению книги. Это «451 градус по Фаренгейту», написанный Рэем Брэдбери. Это роман «Антиутопия», который описывает время, когда человечество практически избавилось от книг, и что из этого вышло. И также роман «Мартин Иден» Джека Лондона, который повествует о том, как молодой, неопытный, неотесанный моряк, влюбившись, стал менять себя к лучшему. Он стал посещать публичные библиотеки, стал заниматься самообразованием и чтением, и в итоге стал писателем. Для молодых людей у нас всегда найдется много интересной литературы. Приходите, читайте электронные, читайте печатные книги. И помните, что читать это модно. Якутия давно уже стала центром притяжения людей не только из России, но и со всего мира. Неким центром силы для многих из них является полюс холода Аймикон. Место, которое привлекает к себе ежегодно тысячи туристов. Да, и буквально вчера из Аймикона в Якутск приехал известный художник, актер, музыкант, общественный деятель Сергей Бугаев, который многим нашим зрителям известен по главной роли в
в фильме «Асса». Доброе утро, здравствуйте, Сергей. Доброе утро. Доброе утро, Якутия. Добро пожаловать к нам на эфир. И вообще, в целом, республика очень рада видеть вас именно у нас в гостях. Традиционный вопрос, на который, в принципе, все всегда отвечают одинаково. Как вам полюс холода? Очень понравилось, я трансформировался, перед вами совершенно другой человек. Не замерзли? Ни в коем случае. Наоборот, мне даже посчастливилось искупаться в реке Индигирка. Да вы что, не побоялись? Наоборот, порадовался. Порадовался, да? Если едешь до Эмикона, я думаю... Уже бояться ничего не стоит. Обязательно нужно искупаться. А скажите, пожалуйста, с чего вдруг пришла идея посетить именно полюс холода? Совпало, прежде всего, потому что мне в этом году именно в Эмиконе произошло 55-летие, в день праздника так совпало. И пригласили участвовать в замечательном научном семинаре под названием «Холод и здоровье». И я туда поехал. Кстати, поздравляем вас с прошедшим днем рождения, с прошедшим юбилеем. Спасибо. 28 марта Сергею исполнилось 55 лет. Да, примите наши поздравления. Какова была программа? Вот как отмечают дни рождения на полюсе холода? Вот ваше 55-летие чем запомнится? Колоссальный праздник был развернут на озере, которое вы упомянули, и мне даже посчастливилось выполнить небольшую роль, вернуть через Хану символ холода от Деда Мороза из Великого Устюга, да. Вот. И очень красиво, конечно, костюмированные, невероятные выступления, танцы, очень много было сделано. Очень красивых всяких оленей, естественно. Вот, то есть, ну, грубо говоря, помимо всего прочего, еще огромное количество фотографий, которые теперь будут разлетаться по миру. Уже я получил много сообщений от друзей в разных странах. Конечно, люди удивляются, радуются, и, скорее всего, все постараются поехать. А чем Эмикон отличается от других? Вы же много, наверное, путешествуете, да? Ну, вот то, что получается, что вот мне посчастливилось как раз бывать в самых холодных местах планеты. Вот я был в Антарктиде в свое время, также побывал в Тибете на высоте там сколько-то 1000 метров. Вот. И поэтому здесь своя специфика. И все-таки вот люди, которые выбирают такие места для путешествия, самое главное для нас — это ощущение и переживание. Здесь все это присутствует. То есть чуть-чуть по-другому себя ведет тело, чуть-чуть по-другому кислород проникает в легкие. И все как бы вот зависит от нюансов. Ну, конечно, самое приятное — это люди. Вот на всем протяжении путешествия мы ощущали невероятное тепло якутян. И нас, единственное, закармливают, очень закармливают, но здесь, как говорится... По-другому никак. Чтобы энергия была, чтобы не замерзнуть. Да. Ну, а самое такое что-то интересное, что вам удалось попробовать? Чем закармливали? Что на вас произвело? Вы знаете, произвело вот маленькая рыбешка, которую ловят традиционным способом. Это самое, вот таким вот как бы поднимают ее, она всплывает, ее берут, и вот жарят как-то вот это вот, конечно. Вот такое, да? Рыбулька. Ну, конечно, там я старался попробовать и оленину, и прочие всякие деликатесы. Мы слышали, что вы готовите совместный проект с Германом и Клавдией Хатылаевым. Можно немножечко, так забегая вперед, рассказать, что же это за проект и когда, и где мы сможем его увидеть? Если речь идет о мероприятии, которое мы делаем с Институтом арктической культуры, то это будет 31-го в Театре народов Севера, совместный концерт. Мои друзья, музыканты в разных частях земного шара, плюс представители Якутии, будем вместе играть концерт. А большой проект, который готовится, это маленькую якутскую деревню построить в Крыму с традиционными юртами, с традиционными оленями упряжками, но без снега. Вот. И, в принципе, это тоже развивается, продвигается. И якутяне, я знаю, очень любят Крым, и они будут знать, что будет место, куда можно будет приехать, увидеть знакомые вещи. Даже вчера появилась мысль привезти пару якутских лошадей в Крым. Вдруг им понравится. А вот как вы думаете, крымчанам будет это интересно, вот деревня? Якутам понятно, да, будет, а крымчанам? Я думаю, что крымчанам будет очень интересно, потому что крымчане тоже народ, тянущийся к культуре. У них зимой много свободного времени, так как территория тоже, в общем-то, сезонная. И я думаю, что это как раз будет стимулировать переезды. Однажды ты увидишь какой-то элемент, заинтересует культура, приедешь в Якутск, приехал в Якутск, поедешь в Эмикон и так далее. То есть, в общем, это важно для нашей страны на данный момент, чтобы вот движение нарастало. Спасибо, что закрыли границы. А
Вот у нас есть такой вопрос к вам, Сергей. Вы сейчас больше уделяете время именно актерскому мастерству, либо вот путешествиям, либо вы продолжаете творить картины, пишете? Основное мое занятие – это художественная деятельность, связанная с визуальными объектами, картинами, инсталляциями и то, что называется искусство. Музеи, вот недавно в Русском музее государственном мы проводили выставку. Вот, также одновременно я помогаю другим организовывать выставки. В частности, у нас, и это одна из причин, почему я здесь, я подружился с выдающейся художницей из Якутии Августиной Николаевной Филипповой. Вот, и мы хотим привести ее выставку в Санкт-Петербург. И вот шаг за шагом потихонечку мы движемся к этому моменту, потому что в Петербурге очень интересно, в музее этнографии хранится, наверное, самая лучшая коллекция искусства народов Якутии, традиционная, которая собиралась, начиная с конца XIX века. И так получилось очень много академических исследователей, которые занимаются изучением якутской культуры традиционной. И поэтому, связав воедино прошлое, настоящее и, возможно, будущее, мы каким-то образом закрепим и создадим мост живой, который будет позволять уже нашим детям вот осуществлять этот обмен. Но у нас в Якутии очень много ценителей именно вашего искусства. Если Августина Филиппова едет в Петербург, то ваша выставка пускай едет сюда, в Якутск. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, ну вот я небольшую выставку провел на полюсе холода. Вот так получилось, что там мы заранее подготовили, то есть есть фотографии, можно будет это изучить. И, в общем, я надеюсь, что да, как бы вот самое главное начать диалог, а дальше все, я надеюсь, будет развиваться. Сергей, ну и мы не можем вспомнить легендарный фильм «Асса». И часто ли вы слышите в свою сторону приветствие «Здравствуй, мальчик-бананан»? Ну, периодически бывает, но все меньше и меньше. Все-таки как бы новое поколение, у них другие ориентиры, другая специфика. То есть, слава богу, что от этого фильма хотя бы остался Виктор Цой с песней «Перемен требуют наши сердца». Это уже хорошо. То есть, в общем... Ну и такой вопрос у меня. Что вы увозите с Якутии самой, помимо вот эмоций, чувств, какие-то сувенирчики? Вы все-таки человек творческий. Что вас вот именно зацепило, возможно, и вы увозите это с собой? Вы знаете, я увожу, конечно, некоторое количество объектов физических, но самое главное – это вот добрые воспоминания, потому что мне посчастливилось по пути следования из Якутска в Оймекон остановиться в Тамторе, если не ошибаюсь, и посетить выдающегося художника, настоящее национальное достояние Якутии, господина Ментор Уса, который действительно воссоздал во многом целые цепочки якутской национальной культуры, орнаменты, занимается невероятным мастерством изготовления металлических предметов. Вот. И еще ряд специалистов, с которыми посчастливилось встретиться. Я хочу всем привет передать: Иван Иванович, Яков Павлович. Это выдающиеся спортсмены, которые здесь находятся тоже не в самом центре Якутии, а где-то вот у вас огромный институт построен невероятной физической культуры. В Чурапче. В Чурапче. Вот это колоссально. Я извиняюсь, что слишком много у меня названий. Вот. И я поэтому увожу вот воспоминания об этих людях, потому что можете представить, когда мы едем много-много часов на машине в Оймекон, рядом сидят взрослые люди, у которых огромный жизненный опыт. И вот этот вот обмен живыми эмоциями, он, конечно, важнее, чем... Ну и да, я купил еще себе... и на фоне такой природы, которая вдоль дороги... Да, я купил варган себе, потом мне вот очень понравился традиционный взбивающий сливки объект. В общем, ну какие-то вещи, да, есть. Есть, увозите. Ну что, спасибо большое, Сергей. Когда нам ждать вас вновь? Планируете ли вы следующий? Обязательно, обязательно. Ну, теперь хочется летнее время посмотреть. Пугают комарами, но я, в принципе, не испугливый. Да, комары, по-моему, страшнее холода у нас. Ничего страшного. Спасибо. Спасибо большое. Приезжайте к нам вновь. И спасибо за то, что Якутия вас интересует, и вы рассказываете о ней по всему миру. Спасибо большое. Спасибо. Ну что, а далее наш эксперт-филолог готов вновь помочь нам разобраться с одним из сложных слов в русском языке. Доброе утро. Как же все-таки верно? Творог или творог? Я уже рассказывала о том, что язык – это живой организм, который постоянно меняется и живо откликается на требования к языку, говорящих на нем. И поэтому возникновение вариантов произносительных или ударений, или форм слова не редкость в русском языке. Но бывают варианты неравноправные, как шофер и шофер, когда один вариант считается правильным, а другой неверным. А бывают варианты равноправные, то есть когда и то, и другое произношение или форма слова являются нормативными, правильными. Слово «творог» как раз такое слово. Можно говорить «творог», можно говорить «творог», оба варианта считаются нормативными. Но если говорить о предпочтительности, то большинство словарей
скажут вам, что предпочтительнее вариант творог. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Ну что, будем практиковать, да? Правильное произношение. Степан, ну, завершая тему финансовой грамотности, вкладов и так далее, простой, совершенно простой вопрос, только честный ответ хочу. Доволен ли ты своей заработной платой? Ну, как посмотреть? Я, в принципе, я доволен, но всегда хочется чуть-чуть больше. Всегда. Всегда. Ну что, агентство РИА составило рейтинг зарплат малых и средних городов. Города Якутии в этом рейтинге занимают 7-ю строчку. Кто же окажется в лидерах? Смотрите в следующем сюжете. Агентство РИА составило рейтинг регионов России по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Самые высокие зарплаты получают жители северных и дальневосточных регионов – Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Магаданской и Сахалинской областей. Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенные главным образом вокруг месторождений. Что касается Якутии, то регион занял 7-ю строчку рейтинга. Почти половина россиян намеревается сменить работу в 2021 году. Об этом сообщается в исследовании сервисов работа.ру и Сберуслуги. По данным аналитики, смену профессии в текущем году запланировали 47% россиян. За прошедшие 12 месяцев профессию кардинально сменили 23% опрошенных жителей России. 48% указали, что на смену профессии и формата занятости их подтолкнуло желание больше зарабатывать. По 24% опрошенных решились на кардинальные перемены из-за разочарования в прошлой профессии и желания заниматься интересной и любимой работой. У 23% респондентов возникла потребность в гибком графике работы. Каждый пятый житель России решил сменить профессию из-за отсутствия привлекательных вакансий по их специальности на рынке труда. 18% респондентов отметили, что успели сменить не только профессию, но и формат занятости на фриланс. 12% участников исследования к переменам подтолкнуло желание работать на себя. Еще по 11% респондентов указали желание получить более востребованную профессию, а также переехать в другой город или страну. 7% опрошенных в качестве причины для смены профессии отметили невозможность работать по специальности из-за ухудшения здоровья и травм. Россияне стали больше доверять бесконтактным банкоматам. Востребованность бесконтактных банкоматов выросла в России на фоне пандемии коронавируса. За прошлый год увеличилась не только доля операций, совершаемых в таких устройствах, но и средняя сумма – до 12%, составив почти 13 тысяч рублей, посчитал банк «Русский стандарт». Аналитики пояснили, что благодаря простоте и удобству подобных устройств все больше людей отдают им предпочтение. Ведь не надо вставлять карту, рискуя, что она может случайно застрять. К тому же на волне всеобщей цифровизации россияне все чаще отказываются от пластиковых карт в пользу платежных сервисов на смартфонах. А с помощью них в бесконтактном банкомате легко провести любую операцию по карте, привязанной к платежному сервису. Ну а завершить наш эфир мы хотели бы вот таким позитивным, бодрым сообщением, которое пришло на наш WhatsApp номер. Доброе утречко. Желаю вам всем крепкого здоровья, процветания на работе. Будьте всегда красивы, бодры и сильны. Вот такое замечательное позитивное сообщение. Ну и на этом «Утро Якутии» не прощается с вами. Мы увидимся с вами завтра. Встречайте каждое утро вместе с нами на каналах Якутия-24 и НВК Саха. Всего доброго.